Я хочу рассказать о своей ситуации. На мой номер телефона поступил звонок от неизвестного номера. Я взяла телефон. Звонившая женщина представилась сотрудником Центрального банка и сообщила мне, что деньги на моих счетах находятся в опасности. И на мое имя неизвестные люди оформляют кредит. И сказала, что со мной свяжется сотрудник ФСБ. Я, конечно, не поверила этому. Но после перезвонил мне мужчина, который представился сотрудником ФСБ и сказал, что проводится специальная операция. Для придания достоверности своим словам выслал мне по WhatsApp фото служебного удостоверения. Я затребовала удостоверение той женщины, которая звонила. И фотографию служебного удостоверения также выслала женщина, которая представилась работником Центрального банка. Они долго со мной разговаривали, убеждали меня в правомерности своих действий, сказали, что нужно сохранять тайну разговора, поскольку это помешает банковской проверке. Это продолжалось несколько дней. И в конце концов они меня убедили. Я в таком возрасте, что как-то стараюсь людям помочь. И поверив данным лицам, что мои сбережения находятся в опасности, я пошла в банк, где сняла со счетов все свои денежные средства. Банки мне задавали вопрос, для чего я это делаю. Но мне ранее по телефону сказали, что нужно отвечать, что я делаю ремонт квартиры, и для этого нужны средства. После снятия денег я их перевела через банкомат другого банка на продиктованный мне номер лицевого счета. И сумма переведенных средств составила несколько миллионов. Да, я, конечно, очень сожалею, что я поздно схватилась. Мошенники были очень убедительны. У них хорошо поставленные голоса, очень вежливы и обладают даром убеждения. Применяют психологические приемы, очень настойчивы, постоянно держали меня на связи. Несколько раз говорили, что я никому ничего не должна рассказывать. Когда я все-таки поняла, что это мошенники, и начала отказываться выполнять их требования, мужчина, представившись сотрудником ФСБ, начал повышать на меня голос, угрожать о проведении проверки в отношении моего супруга, сильно стал на меня давить. Я хочу предупредить людей, что не надо поддаваться на уловки мошенников, не надо брать неизвестные номера, если все-таки зашел разговор, положить трубку, сообщить о разговоре обязательно родственникам, друзьям, которые бы как-то бы вас предостерегли. В конце концов позвонить в банк, уточнить данные и в конечном счете позвонить в полицию и сообщить о всех звонках.